Детский сводный хор провел генеральную репетицию перед самым главным праздником в году – Днем Великой Победы. 100 красивых голосов исполнили гимн России и военную песню «Три танкиста». Владикавказские исполнители вместе с ребятами еще 6 субъектов СКФО примут участие в Северокавказской региональной военно-патриотической акции «Юность Кавказа. Поколению победителей». Она пройдет в 3 городах воинской славы России – Владикавказе, Малгобеке и Нальчике. Одобрение и поддержку проведению мероприятия оказали Министерство культуры Российской Федерации, полномочный представитель президента в Северокавказском федеральном округе Сергей Меликов. Руководит хором народная артистка Северной Осетии Ольга Джанаева. Дети будут петь песни военных лет. Вы уже наблюдали на репетиции, с каким удовольствием они это делают. И тем самым приобщаться к подвигам своих дедушек. Тут практически в каждой семье есть люди, которые воевали, чьи отцы воевали, чьи деды воевали. И я думаю, что это очень красивая акция. Она не только полезная, она просто очень благородная. В Музее здравоохранения Северной Осетии открылась экспозиция, которую собирали по крупицам в течение 3 лет. Здесь фотографии, письма и личные дела военных медиков. В годы войны в нашей республике были развернуты порядка 60 госпиталей. Осетинские хирурги провели более 6 тысяч сложнейших операций. Первыми с историческими документами ознакомились студенты лечебного и стоматологического факультетов медицинской академии. За всю войну около 300 человек, около 300 врачей наш институт выпустил. А еще каких? Потому что госпитали все, начиная с 1941 года, на 2-й день войны, уже были развернуты у нас на территории республики. Студенты Северной Осетии смогут пройти практику на одном из крупнейших российских предприятий по производству мяса птицы. Руководитель корпорации «Евродон» Вадим Ванеев встретился с профильными учащимися Горского агроуниверситета и Горно-металлургического института. Он призвал молодых технологов, строителей и механиков попробовать пройти стажировку на предприятии. По окончании учебы ребята смогут встретиться с представителями «Евродона». Специалисты оценят потенциальных сотрудников по 2 критериям – уровень базовых знаний и мотивация. Профильным стажерам готовы предложить жилье и зарплату около 20 тысяч рублей. Кроме того, к каждому прикрепят наставника, который будет учить выпускников премудростям профессии. Кто хочет работать и кто хочет себя найти в живом деле, он должен идти на производство. А то, что есть мотивация у ребят, я вижу и в горном сельхозе я видел, и здесь. Но здесь были живые ребята, но проявляют интерес. Мы посмотрим, если они приедут на практику, вот как они себя там покажут, от этого много зависит. Сборная команда республики по вольной борьбе начала готовиться к чемпионату России. По итогам тренировочного сбора в основной состав команды попадут около 25 человек. Подготовка продлится до 5 мая, а уже 6-го команда отправится в Дагестан, где стартует чемпионат России. По итогам турнира лучшие представители вольного стиля квалифицируются на европейские игры. К старту они будут на пике формы. Надеемся, что мы порадуем наших болельщиков, тех людей, которые за нас переживают. Надеемся выступить успешно.